Я уже рассказывал, как охраняют наших больших, наши маленькие. В большинстве случаев все сопровождение иностранными истребителями наших воздушных судов проходит в рамках деловой этики и высокого профессионализма. Но иногда случается, что коллеги борзеют и злостно игнорируют правила писанные и неписанные. Тогда начинается разговор без галстуков, максимально доходчиво и эффективно, прокомментировал автор «Хроник истребителя-бомбардировщика». Настоящий файтер, истребитель, Прим.РВ, обязан быть берсеркером, дерущимся без правил за свой двор, район, город и страну. За большого, которого ему дали под опеку. Он должен быть бесстрашным и отчаянным воином. Защитником, готовым положить жизнь за други своя. Потому что так надо. Потому что так правильно. Именно таким воином, как на этом видео. Тут вся суть нашего менталитета в 41 секунде. Это видео наглядно показывает, что нашим синегрудым абсолютно похрен страна, количество, качество, цвет кожи, пол, флаг и прочее любого персонажа, если он охренел. Все получат по заслугам, добавил он. Да, будут жалобы, протесты, ноты, ковры. Возможно, военмета даже уволят или сольют, если случай получил слишком большой общественный резонанс, но на видео вы видите настоящего файтера. Истребителя с большой буквы. Воина. Будь таким же. Призывает он. Кто узнал Синегрудова на видео, просьба связаться со мной любым способом для получения коньяка и передачи оного герою видео. Все, что могу, пацаны, подытожил автор. Напомним, что, когда было снято видео, точной информации нет, но в интернете появилась информация, что, возможно, на кадрах запечатлен инцидент, произошедший в июне 2017 граммов. Когда Су-27 отогнал от правительственного борта специального летного отряда «Россия» натовские истребители F-15, МакДоннелл Дуглас, F-15, Игл, Англ.